В Абхазии продолжается обсуждение поправок в выборное законодательство, внесенных президентом Бадрой Гунба в парламент. Изменения затрагивают требования к кандидатам в депутаты. Это знание абхазского языка, введение депутатской присяги, ограничения для лиц с судимостью, а также вопрос совмещения депутатского мандата с профессиональной деятельностью. О том, насколько своевременны и оправданы предлагаемые изменения, будем говорить с общественным деятелем Бесланом Кубахи. Беслан Валерьянович, здравствуйте. Добрый день. Беслан Валерьянович, как вы в целом оцениваете предложенные президентом поправки? Вообще обсуждения, которые сейчас в обществе происходят относительно требований к депутатам, кандидатам в депутаты? Ну, вы знаете, на самом деле это мне очень нравится, что начали обсуждать эти темы, так сказать, да, и вносятся инициативы, которые вот внесены, да. Вот. Но если порассуждать немножко, то, конечно, все должны знать язык абхазский, так сказать, если люди живут в Абхазии, независимо от того, какой он этнической принадлежности. Это в любой стране обязательное правило, так сказать, да. Но с другой стороны, надо понимать еще и другую вещь, что мы живем не в обособленном мире каком-то, так сказать. Мы видим то, что происходит в окружающем мире, и надо смотреть на то, как это делалось в других странах. Как и положительный опыт надо изучать, так и отрицательный тоже. Вот положительный опыт я бы, наверное, назвал бы Израиль, так сказать, который сумел через большую государственную программу, которая продолжается вот со дня, значит, ее начала, так сказать, по сегодняшний день она продолжается, да. И там уже люди, значит, которые приезжают со всего мира в Израиль, так сказать, получают гражданство, они изучают и израильский язык, иврит. Вот. И в этом смысле у них есть большие успехи, и было бы, наверное, неплохо поучиться чему-то у них. Но ведь есть и другие примеры. К сожалению, так сказать, вот в окружающем мире мы видим, что происходит в Прибалтике, допустим, да. Мы видим то, что происходит в Украине, так сказать, да. И не хочу называть, так сказать, еще другие страны. Во многих странах эта проблема есть, когда вот так вот по щелчку пытаются, значит, ситуацию изменить. По щелчку эту ситуацию изменить невозможно. Как я считаю, нужна большая государственная программа, разбитая на этапы. Я бы даже в этих этапах начал бы с детских садов, так сказать, да, вот. Ребенок родился, пошел в детский сад, и чтобы в детском саду он уже, значит, мог знать абхазский язык. Вообще даже из семьи должно начинаться. Но в наших условиях мы видим, какая ситуация. И вот за 15-20 лет мы можем вырастить новое поколение людей, независимо от национальности, которые будут все знать абхазский язык. Беслан Валерьянович, вот. А к депутатам вот требования, все-таки это тоже наше лицо, депутатский корпус, да, и как вы считаете, насколько правильно то, что такое разграничение сделано между этническими абхазами и представителями других наций, проживающих в Абхазии? Им дана отсрочка на 5 лет. Вот мы опять подходим к вопросу, да, мы начали строить независимое государство абхазское, правильно же? И есть некие вопросы, которые мы должны преодолеть. Да? Один из вопросов – это вопрос формирования государственной нации. Любой человек, проживающий в Абхазии, должен называться абхазом, а не только абхазы по этнической принадлежности, которые есть. Если вы живете в Абхазии, вы все абхазы. Если вы живете в Турции, вы все турки. Понимаете? Вот как должно быть. И мы должны к этому прийти, если мы строим абхазское государство. Но время на интеграцию им дать нужно, начать с титульной нации. Нет, безусловно, я же говорю, нужна большая государственная программа, разбитая на этапы. Мы очень серьезно должны к этому подойти. В принципе, некоторые решения уже были приняты и раньше тоже, да, это вот Государственный комитет по абхазскому языку есть, значит, есть много людей, которые очень много делают в этом направлении. Но нужно время, это же по щелчку не получается, нужно вырастить поколение целое, а поколение это 15-20 лет. Вот почему я говорю, с детских садов надо начинать. Но у нас все-таки дело двигается, потому что у нас... Я был недавно, кстати говоря, пару лет назад где-то это было, значит, на одном мероприятии в Республиканской библиотеке,
Я немножко опоздал, и когда я пришел, услышал, как один ребенок, значит, учащийся средней школы, декламирует стихи на абхазском языке. На прекрасном абхазском языке он выступал. Оказалось, это мальчик с армянской средней школы, понимаете? То есть что-то меняется у нас, да, но это изменения, которые, так сказать, вот по щелчку, еще раз повторяю, они, значит, не получаются. Я могу еще вот одно соображение высказать, да, вот вообще все, что связано с языком, нужно быть очень осторожным. У нас за последние 100 лет сколько раз менялся алфавит абхазский, да, был сначала, значит, латиница была, потом был славянский алфавит, потом был грузинский алфавит, сейчас вернулись опять к славянскому алфавиту. Вот. Мало того, вот на себе даже могу сказать, да, несколько лет назад было принято решение внести изменения в грамматику абхазского языка, в написание его, да, там добавились какие-то новые знаки и так далее. Вот я хочу вам сказать, что мне стало очень тяжело читать абхазские тексты, которые написаны уже по новым правилам. Я думаю, что в таком же положении находится все мое поколение, да, и людей постарше меня которых, да. Поэтому здесь тоже надо быть очень аккуратным и, знаете, благими намерениями дорога в ад вымощена может быть, понимаете. Если мы начнем пытаться что-то изменить по щелчку, то это рано или поздно нас может занести совершенно не в ту колею, в которую занесло прибалтов и украинцев. Беслан Валерьянович, ваша позиция абсолютно понятна по этому вопросу. Другие поправки, которые также сейчас в обществе обсуждают, предложение президента, который он внес в парламент, это вопросы, касающиеся ограничения для лиц, осужденных за тяжкие, особо тяжкие преступления. Должен пройти определенный срок после погашения судимости, чтобы человек мог баллотироваться. Вот как к этому вы относитесь и к идее совмещения? Вот сразу второй тоже вопрос задам про совмещение депутатского мандата с профессиональной деятельностью. Два отдельных вопроса. Ну, вот первый вопрос, значит, такой, да, у Гёте есть, по-моему, такое выражение, если человек, по памяти говорю, это не точная цитата, значит, если человек пытается застегнуть пальто, очень важно застегнуть правильно первую пуговицу, да, потом уже пальто правильно застегнешь. А если наоборот, то правильно ты никогда не застегнешь. Вот мне кажется, что инициатива президента, она абсолютно правильная, да, потому что изначально надо правила игры создать такие, чтобы потом получить правильный результат. Конечно же, нужны фильтры, безусловно, и, может быть, не один еще фильтр надо добавить, да, потому что парламент – это та вещь, которая должна нас, значит, вывести на ту дорогу, которую мы должны вывести. А в наших условиях парламент – это очень важная ветвь власти. Вот. Но я бы добавил еще одну вещь, да, ведь на самом деле, когда мы говорим о парламенте и обо всем, значит, мы всегда имеем в виду то, что мы строим абхазское государство, и мы хотим, чтобы это государство было на хорошем уровне, так сказать, да, на правильном уровне. Вот так, наверное, можно сказать. Но все время мы боимся, опасаемся, что кто-то попытается у нас опять, как это было не раз в нашей истории, так сказать, отнять наш суверенитет, независимость, свободу и так далее. Вот, собственно говоря, вокруг этого все вопросы и крутятся. Много раз это обсуждалось, и, наверное, эта тема, она не ушла в сторону. Можно было бы, наверное, да, создать еще одну ветвь власти, типа парламента, либо верхняя палата парламента, в которую входили бы люди, представители всех регионов Абхазии, и вот там можно было бы ввести обязательное правило, так сказать, чтобы они все знали, как бы, абхазский язык, да, и отнести в компетенцию, так сказать, вот этой новой палаты, так сказать, да, вопросы, связанные именно с суверенитетом и независимостью Абхазии. И имеется в виду, что надо его развивать и продолжать.
У нас в Конституции записано, что вопросы, связанные с суверенитетом, значит, обсуждению не подлежат вообще ни при каких условиях. Но вот нужен орган, который должен четко вот это вот гарантировать нам. Вот мне кажется так. А по поводу совмещения работы депутата с деятельностью, например, врача или учителя, как вы к этому относитесь? Ничего плохого в этом не вижу, потому что у нас был опыт Советского Союза. Там вообще депутаты были, так сказать, не на платной основе, так сказать, да, это была почетная обязанность быть депутатом, так сказать, за это не платили. Сегодня у нас депутаты это люди, которые получают заработную плату. А тогда люди совмещали, и авторитетные люди избирались, значит, в парламент, и занимались, я считаю, неплохо. И вот эта вот ситуация, когда возникла в 90-м году, знаменитая сессия 25 августа 90-го года, где был объявлен государственный суверенитет Абхазии, да, вот тогда, так сказать, ведь депутаты у нас были именно люди, которые совмещали, так сказать, свои должностные обязанности и депутатство. То есть вполне допустимая практика, вы считаете, и, на ваш взгляд, это позволит я думаю, качественно усилить парламент? Я думаю, да. А по поводу введения присяги для депутатов, такое предложение тоже поступило в парламент от президента. Как вы считаете, насколько это для нас сейчас важно? Знаете, честно говоря, не знаю, но раз президент это вносит, видимо, он что-то имеет в виду. Если это пойдет на пользу, то почему бы и нет? Давайте поддержим эту инициативу. В конце концов, ничего плохого я в этом не вижу. Присяга, с одной стороны, как будто бы формальность, но смысл, который туда вкладывается, какие-то, может быть, формулировки, которые стоит туда заложить, как вы считаете? Все-таки это повышает сам статус, что ли? Вот мне так кажется. Тут, знаете, вот, видимо, президент что имел в виду, да? У нас, на самом деле, выборное высшее должностное лицо президента избирается всем народом Абхазии, и он потом приносит присягу. Вот, может быть, следуя вот этому принципу, он хочет, чтобы депутаты, которые также избираются напрямую народом Абхазии, так сказать, да, тоже приносили бы присягу. Ну, не знаю, может быть, это и повысит какую-то ответственность, так сказать. Если это продуманный какой-то шаг, да, ну, почему бы не поддержать? Ничего плохого в этом нету. Беслан Валерьянович, последнее вот договорить хотела по поводу ограничений для осужденных кандидатов в депутаты, которые уже как бы срок прошел, погашена судимость, но тем не менее вот нужно, чтобы прошло определенное время. Как вы считаете, можно ли сказать, что такие требования, они повышают доверие общества к парламенту и как бы приближают нас к вот этому золотому стандарту, как бы, к которому мы стремимся? И мы постоянно... Я думаю... Вы знаете, я думаю, что вот эти шаги, они правильные, так сказать, да. В парламенте у нас должны быть люди, которые, так сказать, пользуются наибольшим доверием населения Абхазии, да. И чтобы исключить попадание туда всяких людей нежелательных элементов, да, так скажем, да, то вот эти фильтры, они обязательно нужны. И здесь я полностью поддерживаю вот эту инициативу, но я хочу еще вот на нескольких вещах все-таки остановиться и вот хочу выразить еще свое отношение к каким-то другим вопросам, если вы позволите, да. Вот у нас, допустим, главный и стратегический партнер для нас является, конечно, Российская Федерация, и в Абхазии, как я уверен, нету, значит, антироссийских настроений. И об этом я говорил много раз и повторяю еще раз сегодня. Но вопросы, которые произошли вот в последнее время, да, в последний год, да, это я имею в виду лишение гражданства российского наших граждан некоторых, объявление их иноагентами и так далее, вот эти действия, они не служат укреплению отношений между Абхазией и Россией. Мне кажется, что вот сейчас новый посол
Российской Федерации в Абхазии, я думаю, можно было бы инициировать эти вопросы и отыграть как-то назад. Но сделать это так, чтобы это служило укреплению отношений России и Абхазии. По сути, все необратимого ничего не случилось, а в действиях этих людей, которым были применены вот такие санкции, так сказать, ничего антироссийского, насколько я так понимаю, для себя не было и нет, понимаете? Поэтому на это тоже надо обращать внимание. Это вещи, которые служат маркером доверия к действиям, так сказать, стран, окружающих Абхазию, и все понимают, что в Абхазии, во всяком случае, что пострадали эти люди не за антироссийскую позицию, поскольку ее нету, а именно по другим моментам это все связано, так сказать, да. Ну, все понимают, поэтому не хочу дальше расшифровывать. Надеюсь на благоразумное отношение к этим вопросам и хочу пожелать нашим властям абхазским, так сказать, защищать интересы абхазов, абхазских граждан более активно. Вот Владислава Григорьевича Ардзинова в начале его пути и очень долгое продолжительное время не было никакой оппозиции. Знаете почему? Потому что он всегда шел впереди, гораздо дальше, чем могла представить себе оппозиция, которая на тот момент как бы существовала. Вот поэтому не надо ничего бояться, действовать надо только в интересах Абхазии. Все решения, которые будут приниматься руководством Абхазии, должны исходить из интересов Абхазии. Беслан Валерьянович, большое вам спасибо. Благодарю за ваш комментарий. Спасибо. Спасибо. Напомню нашим слушателям, с общественным деятелем Бесланом Кубахи обсуждали поправки в выборное законодательство.